В ряде интервью, подготовленных нашим телевидением ко дню признания России, Республики Абхазия и Южной Осетии, мы предусмотрели интервью с известным российским политологом Маркедоновым Сергеем Мирославовичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Сергей Мирославович, зная вас как очень тонкого, глубокого исследователя, который очень основательно воспринимает все вопросы, оценки и так далее, мне очень сложно было подобрать вопросы, тем более для короткого интервью. Тем не менее, возможно, что вопрос, на котором я остановилась, будет очень интересен зрителям. Речь идет вот о чем. 26 августа 2008 года произошло признание независимости Абхазии, именно Российской Федерации. Вот. Этот факт в Абхазии многие политики, эксперты, аналитики, называя разными словами, скажем, как судьбоносное событие, выдающееся событие, знаковая дата и так далее, очень высоко оценили. Мне хотелось бы сейчас от вас, российского политолога, услышать значение этого факта, этого действия руководства Российской Федерации, можно сказать, этого очень важного геополитического шага для самой России. Спасибо большое. Действительно интересный вопрос. Я считаю, что само это признание, этот акт 26 августа 2008 года, он выходит за рамки, собственно, грузино-абхазского конфликта или исключительно кавказской региональной повестки. Вот смотрите, что произошло, да? Когда распадался Советский Союз, были заключены Беловежские соглашения. Про них часто говорят, но мало кто этот документ читал, кроме занудных экспертов, да? Так вот, одной из основополагающих статей Беловежских соглашений, я напомню, подписанных 8 декабря 1991 года, была 5-я статья, которая говорила о том, что все вновь возникшие государства признают себя в границах, созданных еще в советский период. Это в юридической практике называется «uti possidetis juris». То есть на чем сидишь, грубо говоря, то у тебя и получается в качестве границы. Означало ли это, что все те новые независимые государства, которые возникли в 1991 году, вот должны устойчиво существовать в рамках тех границ, которые были в советское время сделаны? Нет, не уверен. Практика это доказала. Потому что эти границы существовали в рамках определенных реалий. Это были советские реалии. Эти границы, их целостность и неприкосновенность гарантировалась советским властным аппаратом, включая его репрессивные функции. Я напомню, что выступления той же самой Абхазии против вхождения в состав Грузинской ССР начались не в каком-то там 2008 году, и даже не в 91-м. Можно вспомнить и выступление 1931 года, например, знаменитый Турипский сход. Это сталинские времена, на секундочку, да, как там Мандельштам говорил, да, как мы живем под собой, не чуя страны, наши речи на 10 шагов не слышны, да, вот в тех условиях в Абхазии были массовые акции протеста. Эти акции повторялись и во время хрущевской оттепели, и во время брежневского застоя, и горбачевской перестройки и так далее и тому подобное. Совершенно очевидно, что распад Советского Союза проходил не столько в соответствии с какими-то правовыми нормами, сколько в соответствии с политической целесообразностью. И поэтому, перефразируя Владимира Ильича Ленина, эти новые независимые государства были беременны конфликтами. И один из них был Абхазский конфликт. Он долгое время продолжался, и позиция России была далеко не так однозначна, как многим видится после 2008 года. Мы часто являемся такими заложниками, знаете, вот более поздних событий. Нам кажется, что если в 2008 году Россия признала Абхазию, так было всегда. Так было не всегда. Конечно. Было много обращений, много заявлений с абхазской стороны. Была довольно сдержанная российская реакция. Россия не хотела менять статус-кво и вынуждена пошла на признание, в том числе под давлением внешних обстоятельств. Это и грузинская политика, это ее поддержка западными странами, в результате которой для России складывалась невыгодная конфигурация. Таким образом, что получилось? Впервые в 2008 году был создан прецедент признания автономий, а не союзных республик. Был нарушен принцип «uti possidetis juris», который лег в основу распада Советского Союза. И фактически те границы, которые были созданы в советские времена, они были поставлены под сомнение.
Да, этот процесс признания имеет ограниченный характер. Да, немного стран признали Абхазию. И часто это становится предметом таких, знаете, извитых шуток. Ну вот это Науру сделала, или это сделала там Сирия, которая сама в сложной ситуации, и непонятно в какой конфигурации в итоге будет. Ну можно, конечно, шутить, а можно пытаться понимать. Что мы видим? Мы видим налицо неготовность многих частей, скажем, новых независимых государств в эти новые государства влиться. Я говорю безоценочно. Это не плохо, не хорошо, это так, по факту. Я говорю о том, что создан некий прецедент. Вот если вы посмотрите на Турецкую республику Северного Кипра, там вообще одно признание. Кроме Турции вообще никто не признал. Даже Науру, даже там Венесуэла и так далее. Никакие другие экзотические страны, только Турция. Однако это же не означает, что Турецкой республики Северного Кипра как некоего субъекта нет. Таким образом, суммируя, да, признание это не только региональная ситуация, оно возникло через 17 лет после распада Советского Союза, когда конфликты, не только абхазские, юго-осетинский, карабахский, приднестровский, проделали серьезную эволюцию. Недавно в специализированном издании журнала Caucasus Survey, этот журнал выходит в Великобритании, мы с моими коллегами по ИМИН-ГИМО сделали специальный выпуск. И вот там в одной из статей, ее авторами являются мои уважаемые коллеги Андрей Казанцев, Иван Сафранчук, Светлана Медведева, говорилось об эволюции постсоветских конфликтов от этнополитики к геополитике. Конфликты геополитизировались. И когда мы сегодня говорим об Абхазии, мы с вами не только говорим о Дурипском сходе или о Лыхнинском сходе 1989 года или о 13 месяцах кровавой войны, мы говорим о чем? О НАТО, о Европейском Союзе, о политике восточного партнерства, о расширении НАТО, о российско-натовских отношениях. Мы увидели, насколько конфликт за все те годы, которые прошли после распада СССР, кстати, в будущем году 30 лет этого события, да, мы видим, насколько произошло усложнение этого, и насколько сейчас этот конфликт не только дело Сухуми и Тбилиси, да, но и дело Москвы, и дело Вашингтона и так далее и тому подобное. Для России это был довольно важный шаг, потому что Россия меняла свой в известном смысле статус. До 2008 года Россию даже часто упрекали те же западные страны в том, что это страна статус-кво. Вот она хочет держать ситуацию как-то вот в замороженном состоянии. После 2008 года ее стали называть страной-ревизионистом, которая может менять границы, которая может менять статусы по тем или иным соображениям. Но интересно то, что тот инструментарий, который в 2008 году Москва использовала, он не стал универсальным. Его не применили, допустим, в Приднестровье или в Карабахе, его не применяют в Донбассе. То есть Россия показала, что готова идти на какие-то серьезные риски, а это, безусловно, риски в том числе для нее, но если, грубо говоря, придавит сильно, да, и ее интересам очень что-то будет грозить, то на такие шаги Москва идти способна. Важный для нас сейчас, вот для Абхазии вопрос. Какой вопрос все же является наиболее важным и на котором надо нам сфокусироваться? Это вот стремление к дальнейшему признанию Абхазии, да, вот международным сообществом, или все-таки нам надо заняться больше своим внутренним, в том числе политическим устройством, потому что вот мы много размышляем над такими вопросами, как вы, естественно, знаете хорошо творческое наследие, научное наследие Острогорского, Михельса, которые в свое время писали о том, что развитая партийная структура абсолютно не обязательна для, в том числе, современного государства. Они предлагали несколько другой путь. У нас иногда эксперты и политики считают, что слаборазвитая партийная структура является одной из причин вот турбулентности ситуации в Абхазии. Мне хотелось бы ваше мнение вот услышать, надо вот идти Абхазии по пути создания сильной партийной системы, либо же, как сейчас это происходит, партийная система, она развита, скажем так, инфраструктурно слабо,
политическая борьба, она закручивается вокруг конкретной личности, скажем так, лидера, в котором определенные политические силы пытаются увидеть эффективного менеджера. Вот оставаться вот и крутиться вокруг вот этого полюса, либо на самом деле нам надо сильное такое обновление политической системы, политического устройства. Спасибо, Ирина Шотовна. Вы подняли несколько вопросов таких масштабных, серьезных на хорошую докторскую диссертацию, да, или как минимум монографию. Ну, попробую быстро. Ваш вопрос, он поднимает старый спор историков и юристов. Я сам историк по своему базовому образованию, часто с юристами мы спорили и спорим. Вот для юристов очень важны моменты какие-то формально-правовые, для историков скорее моменты фактические. Я бы все-таки предпочел фактические аспекты, а не формальные. Ну, представим себе ситуацию, что все складывается благополучно. Да? Приходит какая-то новая конфигурация в Грузии, которая говорит, ну зачем нам интеграция Абхазии, это только бремя и так далее и тому подобное, давайте мы признаем Абхазию. Окей, снимается главный вопрос, да, условное материнское государство Абхазию признало. Дальше начинается признание со стороны Европейского Союза и отдельных стран-членов ЕС, допустим, там США и так далее. Вот эта вот геополитическая конкуренция отходит на второй план. Означает ли это, что автоматически абхазская властная система, правоохранительная система будет от этого эффективна? Не уверен. Пожалуйста, мы можем взять такие примеры, как Сомали, Йемен, Афганистан. Они признаны мировым сообществом, их флажки находятся на лужайке перед ООН в Нью-Йорке. Означает ли это, что эти государства эффективны, в них развитая партийная система или абсолютно транспарентная система управления? Нет. И возьмите, например, Тайвань, возьмите Пакистан, в конце концов, ядерная держава, да, мощная страна, претендующая хотя бы на роль региональной силы. Но и там есть окраинные территории, тот же Вазиристан, вообще плохо контролируемые властями и так далее. Поэтому здесь мы выходим на очень широкий вопрос, что важнее. С моей точки зрения важнее властная эффективность. То есть, строго говоря, если в Абхазию туристам будет не страшно ехать, если предпринимателям в Абхазию будет не страшно вкладывать, и их права будут надежно гарантированы, если в случае, не дай бог, каких-то эксцессов, нарушений, эти нарушители будут жестко наказаны, я думаю, что это будет гораздо более важным для Абхазии. А формальное признание, оно придет определенным образом. Да? Что касается партийно-политической системы Абхазии, ну, с одной стороны, вроде бы в партиях нет недостатка, да, они возникают, вот, и есть какие-то партийные лидеры, но сказать, чтобы эти партии сильно друг от друга отличались, если мы говорим с точки зрения идеологии, каких-то системных подходов, да, что вот это вот у нас консерваторы, которые говорят, допустим, об абхазских традиционных ценностях, а это вот либералы, которые говорят, нет, Абхазия должна встроиться в мир и систему, так сказать, хоть на правах периферии, и играть здесь. Такого мы не видим, в общем-то. Скорее всего, действительно, в Абхазии играют не партии, а личности. Долгие годы две личности определяли политическую борьбу в Абхазии. Да, это Владислав Арзенбай и Александр Ангвал. Вот они боролись, и было, так сказать, понятно, что вот вокруг этих двух точек гравитации идет борьба. Потом Сергей Багапш вышел на первый план. Здесь больше какие-то действительно символические моменты с этим связаны, чем с партийной идеологией. Плохо это или хорошо? Да я бы не стал такие ярлыки клеить. Плохо, хорошо. Никто не сказал, что есть единственно правильный универсальный путь, по которому все должны выстроиться и идти. Есть своя специфика. Да, когда вот часто говорят мои коллеги, вы знаете, вот абхазы, они националисты, вот вы знаете, там много есть такого вот, ну, убеждения, если угодно, там Абхазия родина слонов. Я говорю, есть, безусловно, соглашаюсь с этим. Ну а что вы хотите от общества, которое пережило войну, которое потеряло 4% своего населения? Но есть и понимание, скажем, опасности скатывания республики во внутренний конфликт. Сколько было массовых протестов, в республике власть менялась много раз, и много раз благодаря массовым протестам. Но в какой-то точке X эти элементы насилия, скажем, возможно, восстанавливались. Да? Мы видим, как общество в хорошем смысле слова боится, опасается крови, потому что хлебнуло этой крови слишком много. Большая проблема в том, что, умея преодолевать какие-то кризисные вызовы, абхазский политический класс и абхазское общество пока не научилось предлагать какие-то серьезные конструктивные перспективы и программы, да? Вот когда драка, вот мы можем, так сказать, мобилизоваться, либо ее купировать, либо уж если ее не избежать, в нее ввязаться и, так сказать, выйти из нее достойно. Ну хорошо, вопрос, а дальше-то что?
Ну вот победили супостатов, ну вот решили проблемы какие-то, не скатились в очередную, так сказать, драку. Дальше-то что? И вот этот вопрос пока остается без ответа. К сожалению, здесь есть серьезные проблемы, и я думаю, что без самих абхазов вряд ли кто это решит. Накануне последних президентских выборов вы внимательно отслеживали политическую ситуацию в Абхазии, электоральную и прочую. Скажите, пожалуйста, ваши прогнозы, в какой мере они реализовались? Ну, в значительной степени реализовались. Мы в наших работах указывали на то, что, скорее всего, победа будет Аслана Абжани. Правда, в конце выборной ситуации были ну, определенные вариации. Мы думали, что, может быть, и второй тур не исключен. Главная проблема – это сшить те разрывы, которые есть внутри политического класса, да, и поставить задачу, скажем, в широком смысле слова национального развития. Потому что, к сожалению, сегодня мы видим, когда тактическое преобладает над стратегическим. Вот, например, возьмем ту же самую паспортную проблему в Гальском районе, о чем я сказал. Но ведь часто, чего греха таить, власть и оппозиция, когда меняются местами, начинают друг друга поругивать. А вот вы там паспорта раздаете, вы предатели. И потом приходят к власти и вроде то же самое начинают делать и так далее. Вместо системного разговора. А какие есть варианты? Вот честно, да, карты на стол. Мы не раздаем паспорта и делаем гетто в перспективе, так сказать, чтобы были какие-то, может быть, уже внутрисепаратистские поползновения, скажем. Или же мы пытаемся интегрировать, понимая всю сложность этого вопроса. Это ведь вопрос, не имеющий однозначного решения. Возьмем ситуацию экономического развития. Это только помощь России или что-то свое собственное? А если свое собственное, то как? Вот хотелось бы, чтобы споры больше шли, наверное, об этом. Вы призвали нас к конструктивизму. Я хочу поздравить вас от коллектива нашего телевидения с праздником. Для нас 26 августа – это праздник, это выходной день. Мы очень торжественно отмечаем День признания России, независимости Республики Абхазия и Южная Осетия. Хотим и вас тоже поздравить с этим большим праздником. Спасибо.